Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, ситуацию с коронавирусом в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация республики находится в рамках режима повышенной готовности, объявленным главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. На настоящий момент по данным управления Роспотребнадзором в целом по республике остается высокий уровень выявленных новых случаев. По данным управления Роспотребнадзора зарегистрировано 234 новых случая новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание на то, что 52,6% случаев зарегистрировано в городе Якутске. На город Якутск приходит 123 новых случая. Особенно сложными сегодня являются санитарно-эпидемиологические ситуации в Мегино-Кангаласском, Вилюйском, Намском, Усть-Салданском, Хангаласском и Чурапчинских улусах. Во всех этих муниципальных образованиях открываются дополнительные койки и оказывается медицинская помощь как в стационарах медицинских учреждениях, так и в открытых дополнительных койках. Сегодня наиболее сложной является ситуация в Мегино-Кангаласском улусе, где продолжается прирост заболевших практически каждый день, в связи с чем оперативным штабом республики дано указание оперативному штабу районов усилить вопросы, связанные с вакцинацией граждан в целях того, чтобы не допускать утяжеления случаев. Большое количество случаев, по 10 случаев, зарегистрировано в Алданском и Хангаласском улусе. Со вчерашнего вечера в Хангаласском улусе открыты дополнительные койки, на которых размещено 17 заболевших, которые находились в Актемской больнице, в Актемской врачебной амбулатории, исходя из соответствующих медицинских показаний. Кроме того, 9 случаев зарегистрировано в Мирнинском улусе и по 8 случаев зарегистрировано в Вилюйском и Чурапчинском улусе. Усложнилась обстановка и в Тампонском и Татинских улусах. В 10 районах республики зарегистрировано от 1 до 6 случаев. Я обращала внимание на сложность обстановки в Намском улусе. Количество зарегистрированных случаев является непосредственно зарегистрированных в Намском улусе является сборным и зафиксировано в пределах небольших населенных пунктов, в том числе и отдаленных населенных пунктов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в наших медицинских учреждениях находится 167 наших сограждан в тяжелом положении, 33, а в тяжелом состоянии 33 из них находятся на ИВЛ. Количество детей больных увеличивается уже 23% от общего количества детей. Эти дети. 101 ребенок получают лечение в инфекционных стационарах как города Якутска, так и районах нашей республики. В связи с тем, что по городу Якутску принято решение о очном обучении детей младших классов с 1 по 4 класс, необходимо обратить внимание о тех мерах безопасности, которые должны принимать семьи, в которых молодые мамы являются беременными, должны принимать те семьи, в которых пожилые граждане присутствуют и также являются членами семьи. Кроме того, обращаем ваше внимание на четкое соблюдение санитарных правил при посещении детьми школы, как школьных, так и, соответственно, непосредственно при переходе ребенка из школы домой. В республике продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Вакцина является наиболее эффективной защитой от тяжелых осложнений. Первую вакцину на территории республики получили 360 020 человек, в том числе только 48% от общего количества – это лица старше 60 лет. На настоящий момент ревакцинировано 15 036 человек. Вакцина имеется в достаточном количестве во всех районах республики. Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, на настоящий момент обсуждаются вопросы оперативным штабом по предложению главного санитарного врача по республике Маргариты Игнатьевой по вопросам, связанным с возможным прохождением в
места массового скопления граждан посредством QR-кодов. Решение будет принято завтра на оперативном штабе под руководством главы Республики Саха-Якутия. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Потому что медик – это благородная профессия. В Якутии начнется пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников. И снится нам не рокот космодрома. Алданский и Кобяйский районы республики определены территориями падения космических объектов. 8-летняя подготовка. В Маинском лицее состоялось торжественное открытие нового школьного технопарка «Сайдыс». С 1 декабря этого года в нескольких субъектах России, в том числе и Якутии, начнется пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Ожидается, что этот подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами врачей среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. Размер оклада будут рассчитывать с учетом новых величин. В единый перечень из 16 видов стимулирующих выплат войдут, в частности, надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах, санавиации, наставничество и выявление онкологических заболеваний. Размер стимулирующих выплат будет составлять от 10 до 60% от оклада. На 14 октября с космодрома «Восточный» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить оповещение населения, в частности, оленеводов, родовых общин, охотников, о необходимости передислокации в населенные пункты на период проведения пусков ракеты-носителей в районах падения отделяющих частей космических объектов в целях исключения нештатных ситуаций. Районами падения отделяющих частей космических объектов определены территории Алданского и Кобяйского районов. 14 домов передали жильцам пострадавшего села Бяскёль горного района. За 2 недели подрядчики уже ввели в эксплуатацию 20 зданий. Все они теплые, имеют необходимые инженерные коммуникации, свет, газ и канализацию. А вскоре в каждом доме появится и интернет-соединение. Детали узнавала Мадина Халикова. Глобальная стройка подходит к концу, но темпы работ не снижаются, а наоборот, даже увеличиваются, ведь к середине октября нужно сдать весь микрорайон полностью, а дома должны быть благоустроены и к ним должны подвести все необходимые коммуникации. Но не возникает ни одного сомнения, что все поручения главы республики будут исполнены в срок, ведь уже сейчас завершено строительство 20 домов, осталось всего 14. Страха больше нет, и все сомнения развеяны. Люди обживают свои новые дома в буквально возродившемся из пепла селе Бяскёль. Семья у заведующей местным детским садом Дианы Федоровой большая. Муж, 7 детей. И дом им под стать. Просторный, где места хватит каждому. Помощи было много. Помогают со всех уголков республики. Одновременно с постройкой дома велись с нашей стороны работы по обустройству территории. Построили все хозпостройки, то, что было до пожара. Хотим обустроить детские комнаты. У нас 7 детей, но их надо по комнатам расселить, заселить. Новосел Александр Максимов хвастается своим новым жильем. Уже успевает заниматься хозяйством, рассказывает. Подрядчики работали на пределе возможностей и в поистине кратчайшие сроки смогли не только возвести здание, но и передать их хозяевам с отделкой, сантехникой, газом, светом и даже отоплением. Построили мы этот дом в кратчайшие сроки, то есть вот этот дом мы сдали в срок ровно. Мы построили все по проекту, да, то есть у нас были заданные проекты, по этому проекту мы построили. То есть АМХМ панели, да, то есть и сверху там утеплитель 10 сантиметров, то есть мин-плита. То есть дом будет теплым. У нас 3 дома. 2 дома, то есть мы должны где-то числа 11 уже сдать, 11 и 12. Каждой семье вручают сертификаты на 200 тысяч рублей для того, чтобы жители могли приобрести необходимую мебель и технику. Без спонсорской помощи, конечно, не обошлось. Надо сказать, что все средства, которые компании перечислили на восстановление села Бяскёль, прошли через наш фонд. Было заключено множество договоров со всеми
поставщиками материалов, с подрядчиками, ну, естественно, с жителями, да, вот на строительство домов. Сейчас вот мы уже будем заключать договора на значит, возмещение затрат на строительство хозяйственных построек. К концу следующей недели в Бяскёле введут в эксплуатацию оставшиеся 14 домов. Все здания в высокой степени готовности, резюмирует первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бертников. Несмотря на то, что сроки сжатые, а сроки действительно очень сжатые. 2 месяца с того момента, когда мы здесь стояли, все это был дым, чистое выжженное поле, проведены инженерные изыскания в кратчайшие сроки, проект сделан, и дома вводятся в эксплуатацию. Наверное, мало какой регион может похвастаться такими темпами строительства. Это 2700 квадратных метров жилья вводятся в эксплуатацию за такие короткие сроки. Конечно, это большая напряженная работа. Также подрядчики завершают возведение большого животноводческого комплекса на 100 голов. В планах сдать его вместе с оставшимися домами. Мадина Халикова, Павел Пахомов, Бяскёль, Горный район. Министерство просвещения поддержало инициативу о создании федеральной электронной системы учета успеваемости школьников. В государственной информационной системе будут предъявляться все требования для минимизации утечки персональных данных. Напомним, что ранее президент России поручил внести в законодательство изменения, в соответствии с которыми с 2023 года школы и колледжи при дистанционном обучении смогут использовать только государственные информсистемы. Кроме того, глава государства поручил обеспечить внесение законодательства поправок о новых полномочиях Минпросвещения. Министерство будет определять порядок экспертизы содержания и порядок лицензирования образовательных онлайн-платформ, с помощью которых школьники и студенты колледжей и техникумов обучаются на удаленке. В Маинском лицее состоялось торжественное открытие нового технопарка «Сайдыс». К этому событию образовательное учреждение готовилось давно. 8 лет назад открыли специальный кружок для школьников. Проводились различные мероприятия технической направленности. Подготовлены профессиональные кадры и налажено сетевое взаимодействие с другими школами технического профиля. Это первый технопарк, созданный в рамках реализации нового проекта по целевой программе фонда «Во имя будущего». Расширение сети детских технопарков будет способствовать широкому охвату детей в республике, в том числе и в сельской местности. Здесь будут работать лаборатории 3D-моделирования, промышленного и графического дизайна, разные проекты по IT-направлениям, а также медиажурналистике. Удивительность и уникальность технопарка в том, что здесь будут реализовываться, воплощаться в жизнь и реализовываться идеи детей, учащихся. А детские идеи, они, как известно, всегда бывают нестандартные, новые, в общем, уникальные по своему смыслу. И они, как правило, отражают разные проблемы нашего научно-технического прогресса. На этом наш выпуск завершен. До встречи.